На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 21 сентября 1993 года в Сухуми начались уличные бои. На Восточном фронте шли успешные боевые операции. На Западном фронте абхазские подразделения выдвинулись от универсама в сторону кафе «Ветерок». Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства. С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в подвалах склада печатной продукции засели грузинские гвардейцы. Абхазские бойцы вышли к подступам Сухумской горы и расположенной на ней телевышки. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 101 человек. Из них 99 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 6 человек. Средней степени тяжести 15. Выписано 5 пациентов. Амбулаторно выписано 25 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Абхазия направила в Россию запрос на приобретение порядка 15-20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник В». Об этом Апснепресс сообщил министр здравоохранения Тамас Цахнаки. По словам министра, вакцина будет приобретена за счет средств Минздрава. Российская сторона рассматривает запрос, и как только будет принято решение об экспорте, дадут нам знать, сказал министр. Вакцинация граждан Абхазии будет проводиться бесплатно, подчеркнул Тамас Цахнаки. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии увеличилось из-за того, что население игнорирует все призывы специалистов и не соблюдает самоизоляцию и 14-дневный карантин, говорит главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Малоизученная инфекция COVID-19 может проявиться в любой из дней самоизоляции. Проходить исследование необходимо строго по рекомендациям врачей. В семье, когда выявлен хотя бы один больной, нужно всем членам семьи ни в коем случае не поддаваться панике. Озабоченность должна вызываться только если в семье есть родственник старше 65 лет или в семье есть инвалид, который требует особого ухода. Именно тот пациент, который волей-неволей должен будет быть госпитализирован в коронавирусный центр, потому что помочь ему, увы, при COVID-19 очень-очень сложно, это просто невозможно, нет специфического лечения, понимаете? Там лечат по симптоматике. Если не хватает кислорода, дают кислород. Если человек впадает в тяжелую стадию, оказывают реанимационные мероприятия, лечат всеми теми же медикаментами, которые есть у нас в аптеках. Опыт мировых стран, которые уже прошли вот эту нарастающую стадию, плата, как мы слышали это в Российской Федерации, в странах Европы, спад и новые волны, мы как раз только вступаем в период нарастания этой инфекции. Так вот, мы вступаем в эту стадию только из-за того, что мы с вами пренебрегали самоизоляцией, которая заключалась просто в 14-дневном карантине. И, увы, мы не учли опыт других стран. Самоизоляция должна быть обязательно с термометрированием ежедневным и с четкой оценкой своей
симптоматики. Обследование проводится лишь для того, чтобы при госпитализации в ковидный центр туда не попали совершенно люди здоровые по COVID-19. Вот только для этого самоизоляцию проводим все самостоятельно, и это ответственность каждого из нас, как гражданская ответственность перед этим обществом. В Абхазии растет количество учеников и учителей как с подозрением на коронавирусную инфекцию, так и с заражением. Об этом Абснапресс сказал руководитель пресс-службы Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутеля. Как известно, Сухумская школа номер 1 закрыта на карантин. Однако, по словам Кутеля, закрывать остальные школы пока не планируется. Что касается перехода на дистанционное обучение, то, по словам руководителя пресс-службы Минпросвещения, говорить об этом пока рано. Продолжение темы. На заседании актива Ачимчирского района, состоявшемся на прошлой неделе, президент Аслан Бжания поручил Министерствам здравоохранения и просвещения языковой политики решить вопрос обеспечения школ района бесконтактными термометрами и необходимыми средствами защиты. 21 сентября 3000 масок и несколько десятков термометров были доставлены в школы района. Сегодня вот мы приехали в Ачимчирский район. Привезли 3000 масок и на каждую школу по одному термометру. Ну, потом мы едем уже в Гагарский район. И в последующие дни, наверное, мы продолжим эту работу по обеспечению всех остальных районов Абхазии. 21 сентября в Абхазском государственном университете начался учебный процесс. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в стране к учебе приступили только первокурсники. Когда остальные студенты начнут посещать лекции и в каких условиях будут проходить занятия, узнавала Гугуца Вардания. В этом году в Абхазском государственном университете необычное начало учебного процесса. Связано это с санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике. Двери вуза распахнулись лишь для 620 первокурсников с условием соблюдения всех санитарных норм. Если раньше путь к знаниям начинался с учебников, специальных пособий и лекционных тетрадей, то сейчас маски, перчатки и санитайзеры являются неотъемлемыми атрибутами учебного процесса. Вход в Абхазский государственный университет без средств защиты запрещен. Непривычный глазу поток студентов в масках направляется каждый в свою аудиторию. На занятиях учащиеся рассажены по одному человеку за партой. Лекция первая очень интересная была, учитель очень интересно рассказывает. От учебы в школе очень сильно отличается. А вот сейчас носят маски, перчатки, вот такая эпидемиологическая ситуация. Вот как ты вообще к этому относишься? Спокойно вообще, если это нужно, значит нужно. Мне не сложно это носить, но если вирус распространяется, то это надо. Решение перенести начало учебного процесса на 21 сентября было принято на совещании ректората Абхазского государственного университета. На нем присутствовала и главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Руководство университета принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня к учебе приступили только первокурсники, ведь студенты едут со всех районов республики. Значит, риски распространения COVID-19 велики. Постараемся сделать все, чтобы минимизировать риски инфицирования наших коллег и студентов коронавирусом. В связи с этим были приняты следующие меры. Для первокурсников мы продумали аудитории таким образом, пригласили их в те аудитории, где мы можем соблюдать нормы необходимой социальной дистанции учащихся, чтобы мы их могли рассадить таким образом. Более того, все аудитории проветриваются, в них проводятся влажные уборки, ношение масок обязательно. Что касается студентов других курсов, то для них также скоро начнутся занятия, но они будут проходить поэтапно. Студенты других курсов, старших курсов, очень интересуются, и должна сказать, что их обнадежить, что их мы тоже будем приглашать поэтапно.
значит, с учетом того опыта, который вот мы сейчас набираем, так, чтобы развести их пространственно, по времени развести, возможно, разделить на небольшие малочисленные группы. Вот. Предполагаем для некоторых ряда дисциплин и дистанционную форму обучения тоже. Хотим вот несколько дней вот сейчас в таком режиме поработать, при этом планируем следующие шаги. Вот. И в течение вот 2-3 дней мы будем оповещать студентов, куда им приходить, в какое время им приходить и на какие занятия. Несмотря на то, что занятия в университете начались 21 сентября, вуз не прекращал свою работу. Все это время преподаватели занимались с некоторыми студентами, чтобы ликвидировать пробелы в обучении. Также проходили сессии. Чтобы избежать массового скопления студентов, в университете открыты 3 входа. Кроме того, в начале лекции преподаватели предупреждают студентов о необходимости соблюдения санитарных норм. Продолжительность лекции в АГУ не сокращена и составляет 1 час 20 минут. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На территории Республики Абхазия в горах и на побережье Черного моря подразделения Южного военного округа совместно с военнослужащими Министерства обороны Абхазии, МЧС и СГБ Республики приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Более 1500 военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге и совершили 150-километровые марши на полигоне Цабалы-на-Гвалу в назначенные районы проведения учения. Также в небо была поднята авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа и Республики Абхазия с тактическим десантом на борту. В течение недели российские и абхазские военные отработают задачи огневого поражения условного противника в горах и в зоне морского побережья под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учения пройдет на береговой линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделения ПВО отработают действия по обнаружению диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований и организуют оборону в ходе высадки десанта условного противника. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые пытались провести на территорию Абхазии наркотические вещества, а также 2 граждан республики, у которых изъяты денежные средства, ювелирные изделия, сотовые телефоны, личные вещи и другое похищенное имущество. Подробности в оперативной сводке пресс-службы МВД. Денежные средства, ювелирные изделия, сотовые телефоны, личные вещи и иное похищенное имущество общей суммой в 670 тысяч рублей изъято при задержании 2 граждан 1995 года рождения. Жителя Гудаутского района Бея Эрика Леонидовича и проживающего в Пицунде Жиба Мурата Лутбеевича. Данные лица подозреваются в краже чужого имущества из гостевого дома в селе Алахадзы. Преступление оперативно раскрыто сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики совместно с оперативными сотрудниками Пицунского отдела милиции УВД по Гагарскому району. Подозреваемый задержанный. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Запрещенное в свободном обороте на территории Абхазии психотропное вещество изъято у жительницы поселка Сандрипш Гагарского района. 28 капсул препарата «Лирика» гражданка хранила в ручной кладе, что обнаружено в ходе личного досмотра последней. Оперативные мероприятия по выявлению данного преступления провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия и задержали Павлову Риму Владимировну 1973 года рождения после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. Указанными умышленными действиями задержанная совершила незаконные приобретения, хранение, перевозку с последующей целью сбыта, а также ввоз в Республику Абхазия психотропного вещества. Следствие ведет линейное управление внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Жителю Гудаутского района вменяются незаконные приобретения, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, а также незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему.
Оружие и боеприпасы изъяты у гражданина Цко Амирана Валерьевича, 1980 года рождения, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом уголовного розыска отдела внутренних дел Гудаутского района по месту жительства подозреваемого в селе Лыхном. Согласно экспертной справке, пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным из охолощенного пистолета модели ПМ-СХ в боевой путем внесения в его конструкцию изменений, выполненных самодельным способом и позволяющих производить выстрелы 9-миллиметровыми патронами. А изъятые 16 патрон аналогичного калибра являются боевыми и пригодны к производству выстрелов. Амиран Цко на время следствия отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания отдела внутренних дел Гудаутского района. Сотрудники уголовного розыска Гулрыбского районного отдела внутренних дел при осмотре автомобиля под управлением Квацба Саадатына Тимуровича, остановленном на посту ГАИ Мачара в ходе реализации оперативной информации, обнаружили и изъяли наркотическое вещество, как впоследствии установлено экспертами, марихуана. Гражданин 1992 года рождения, житель города Сухум, хранил запрещенное средство в бумажном свертке под магнитолой центральной панели салона автомобиля. По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Квацба возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие. Незаконный ввоз наркотического вещества в республику вменяется Аганян Огану Саркисовичу, 1968 года рождения, который незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Абхазии наркотическое средство метадон. Гражданин был задержан после прохождения таможенного контроля на КПП ПСО сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия. Хранимое в желудочно-кишечном тракте наркотическое средство последний выдал при личном досмотре, проведенном в установленном порядке в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. По отношению задержанного следственной группой линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по которому проводится расследование. Комиссия Черноморэнерго по выявлению нелегально подключенных к сети объектов обнаружила 8 ферм для майнинга криптовалюты в Ачимчевском районе. Объекты были подключены к фидеру Баслаху. Данный фидер снабжает электроэнергией села Баслаху, Акваский Айджал. В связи с несанкционированным подключением к сетям села по несколько часов в день оставались без электричества. После отключения объектов майнинга криптовалюты в них возобновлена бесперебойная подача электроэнергии. Во избежание повторного подключения объектов к электросетям контроль возложен на соответствующие службы Черноморэнерго. Наша главная задача – обеспечение беспрерывно электроэнергии. Если эта деятельность будет мешать нашему потребителю, это будет запрещено. За это создана комиссия, чтобы установить возможно, невозможно, привести к какому-то решению. Сухумский дом юношества презентовал первый сайт для учителей английского языка Абхазии. Онлайн-ресурс создан для повышения качества педагогического мастерства и улучшения методик преподавания. Кроме того, сайт будет полезен и интересен школьникам и студентам. Эсма Голанзе расскажет подробнее. Знание иностранного языка расширяет кругозор и повышает интеллект. С развитием современных технологий появляется все больше возможностей облегчить и разнообразить процесс обучения. Так, чтобы школьник, изучающий английский, не просто учился читать и писать, а умел свободно общаться. Именно с этой целью и был создан первый в Абхазии сайт для учителей английского языка. Сайт своего рода итог образовательных проектов, реализованных Сухумским домом юношества. 3 проекта, вы знаете, на протяжении этих лет у нас было 3 проекта, в рамках которого интерактивные методики стали входить в нашу образовательную жизнь, в наш образовательный процесс. И получилось так, что результаты этого стали видны на вас, в первую очередь, на учителях. И тогда вот родилась идея, у учителей, создать такой ресурс, который бы помог нашим преподавателям с наименьшими временными затратами получать тот или иной материал.
Сайт «Тренинг-центр» для учителей английского языка Абхазии – это кладезь полезной информации. Один из основных его разделов – ресурсы для учителей и детей. Педагоги могут найти здесь учебную литературу разных издательств, обучающие аудио и видеоматериалы, готовые планы уроков, интерактивные игры. В разделе для учащихся размещены видеоуроки, которые записывают и выкладывают преподаватели. Вот, к примеру, одну из тем объясняет учитель английского языка Нелли Чкадуа, по совместительству автор и администратор сайта. Hello everyone, I'm your English teacher Nelly, and today we will talk about the verb to be. To be or not to be? Глагол to be очень важный глагол в английском языке. Он переводится как быть, находиться, являться. В настоящем времени зачастую мы этот глагол опускаем и не переводим, но это очень важная часть английского предложения. Кроме того, на сайте размещено большое количество книг, пособий, таблиц и упражнений для детей в очень доступной, яркой и красочной форме. Большую помощь в создании ресурса оказала тренер-эксперт английского языка Гунда Микха. Hello to everyone. I am your English teacher Gunda, and today let's discuss let's. We can use let's, which is very easy, which is very common, which is very, very popular. Создатели и участники проекта надеются, что сайт станет настоящим подспорьем для педагогов и поможет школьникам и студентам в изучении английского и других языков, в том числе и абхазского. Эсма Голандзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 22 сентября в Центральном выставочном зале Союза художников состоится открытие выставки «Художник. Время. Память», посвященной Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии. В экспозиции «Художник. Время. Память» будет представлено более 70 произведений. Работы современных художников, живописные полотна из коллекции Государственной национальной картинной галереи и Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Тбар. С 17 по 20 сентября в подмосковном конно-спортивном комплексе «Ивановская» прошел этап Кубка мира по конкуру «Победу», в котором во второй раз за сезон одержала Наталья Симония на коне Кваренки. Она также заняла 3-е место в этом маршруте, но уже на коне по кличке Клен. Месяц назад Наталья Симония и Кваренки выиграли еще один этап Кубка мира в КСК «Ивановская». А в перерыве между этими двумя турнирами стали победителями в конкурсе 145 сантиметров на всероссийских соревнованиях «Кубок Отрада». И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 23-28. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.